Ученик Ухтенского кванториума создал уникальный по себестоимости гаджет – умный подавитель радиосигнала, который почти в 20 раз дешевле представленных на рынке. И это не единственное многообещающее творение местных юных изобретателей. В этом году ребята, которые за время работы технопарка проявили себя наиболее успешно, займутся реальными экономически прибыльными техническими разработками и постараются вывести свои проекты на рынок. Чем они нас удивят, расскажет Виктория Науменко. Это небольшое устройство для подавления радиосигналов. Собрал его ухтинский школьник. Да так, что он обладает ничуть не худшими, чем дорогостоящие аппараты, созданные профессионалами, характеристиками. Сам аппарат, к слову, широко применяют в конференц-залах, театрах и учебных аудиториях на экзамене, а их рыночная стоимость от 11 тысяч рублей и выше. Устройство, созданное Глебом Бубековым, ценника пока не имеет. Зато умеет подавлять сигналы выборочно. То есть на жизненно важные устройства, как кардиостимулятор, к примеру, не влияет. Мое устройство работает на основе выбора Wi-Fi сети в веб-интерфейсе на телефоне и дальнейшем ее атаки. То есть первая атака – это полное заглушение сети, вторая атака – клонирование сети. Допустим, я могу заглушить сеть и наклонировать 30 таких же в список. Прежде чем выбрать в качестве выпускного проекта в кванториуме подавитель радиосигнала, девятиклассник Глеб Бубеков провел тщательный анализ рынка и рассчитал себестоимость. Результаты приятно поразили. Уложился всего 800 рублей. Основной модуль – это устройство Arduino ESP8266. На него я запрограммировал код. Оно выполняет основные функции. Здесь находится Bluetooth-модуль, для которого я сейчас выполняю написание кода. Здесь же аналогичная плата к этой работает на таком же принципе. На ней я тестирую различные модули. В кванториум Глеб пришел изучать программирование. Процесс увлек. Парень стал заниматься и самостоятельно придумывать свои проекты. Именно таких увлеченных ребят в этом учебном году в кванториуме решили объединить в так называемые группы ПРО, где юных изобретателей учат прежде всего выводить свои идеи на рынок. Ребята уже сами понимать, как можно ту идею, которая у них родилась в голове, протестировать. Имеет смысл дальше ее развивать, вкладываться или нет, надо ее отодвинуть и начать что-нибудь другое делать. Занятия у юных изобретателей проходят по усложненной программе, которая нацелена на развитие логического мышления, теорию решения изобретательских задач. Причем над каждым конкретным проектом такая группа будет работать вместе. Мы постарались набрать в равных частях дизайнеров, программистов, схемотехников, просто ребят с руками, инженеров. И, соответственно, у всех у них будут разные задачи, когда они придут к какому-то единому решению. Кто-то будет дизайном заниматься, кто-то программировать устройство, кто-то его собирать, кто-то презентовать. Занятия групп ПРО стартовали с начала учебного года. Сейчас в их составе 24 перспективных школьника. А руководство кванториума тем временем ищет инвесторов, которые помогут в реализации проектов. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.